Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши темы. Как снег на голову. Чуть-чуть отдохнешь, и опять с 6 начинаешь работать. Последствия первого снега в Татарстане. Оказались ли к нему готовы и сколько снег продержится? Об этом Рамиль Шайдулин. Десятки тонн испорченной курятины. Иногда прям подташнивало даже такой степени нега. Как утилизируют отходы и дальнейшая судьба предприятия у Альбины Асылгараевой. Поликлиники республики завершат обновление до Нового года. Решение долгожданной головной боли. Где и как идут работы, узнал Салават Мухаммадулян. Вечный комсомол. Раз комсомолец, раз член партии, ты должен показать пример. Как в республике отметили столетие ВЛКСМ, расскажет Дмитрий Аренин. Первый снег и первые итоги. Как и прогнозировали синоптики, снегопад в Татарстане пришелся на выходные, но даже точные прогнозы не спасли от трагедий на дорогах. Только за сутки 7 унесенных жизней. Автомобилисты начали массово переходить на зимнюю резину, а соцсети заполнили фото и видео восторженных татарстанцев. Подробнее о том, как в республику чуть было не пришла зима. Рамиль Шайдулин. Вместо золотой листвы белоснежные хлопья. Первый снег в Татарстане, как и прогнозировали синоптики, выпал в конце недели. Казань, Балтасий, Нурлат, Альметьевск, Арск накрыло все города и районы. Жара тоже не для всех. Многие любят холод, как и я, допустим, зиму. Ждут всяких праздников. Когда выпал первый снег, у меня сразу пошло переключение на Новый год. Такое какое-то волшебное настроение. Поэтому, несмотря на холод, несмотря что люди ходят такие все сгорбленные, замерзшие, все-таки есть в этом что-то такое доброе. Пора уже для корней, для всего живого, природы, для деревьев нужно это, чтобы влага, чтобы не померзли корни, на будущий год, чтобы листья нормально распустились, цветы. На второй день после снега все больше машин у шиномонтажей стоят на домкратах. Услуга повышенного спроса – это переобуться. И хотя снега-то уже по большому счету и нет, но жизненно важно уже быть на шипах. Бум среди автолюбителей. После снегопада казанцы не рискуют подолгу ездить на летней резине. В этой мастерской постоянно у входа по 5-7 машин в очереди. Входить на работу приходится ранним утром. 7 это еще нормально. Бывает еще и раньше. Бывает то, что в 4 заканчиваешь работать, чуть-чуть отдохнешь, и опять с 6 начинаешь работать. Не меньший ажиотаж в Челнах. В один шиномонтаж очередь на неделю. Водители стараются переобуться именно сейчас, потому что потом может быть поздно. Чем раньше переобуешься, тем лучше будет. Это само собой. Потому что вчера первый снег выпал, сколько на трассе аварий. Это дорога на Бугульму, ребята, будьте очень аккуратны. Трасса Казань-Оренбург. На кадрах очевидцев, съехавшие в кювет бензовоз и 3 легковушки. Как потом выяснится, водитель грузовика выехал на встречку, в итоге один погибший. На этой же трассе из-за мокрого снега в кювет съехала фура. В Агрызском районе в ДТП погибла семья из Удмуртии. КАМАЗ перевозил 20 тонн технической воды. В результате происшествия водитель и 4 его пассажира скончались на месте происшествия, в том числе 3 детей. По данным ГИБДД, только за прошедшие сутки непогода унесла 7 жизней. Аварий стало больше на 20%. По данным метеорологов, в Татарстане остаются холода. Но в ближайшие дни снега не будет. Еще месяц республика будет в фазе глубокой осени. В ближайшие 2 суток в Казани и в Татарстане осадки не ожидаются. Температуры ночью прогнозируются низкие. Предстоящей ночью от 2 до 7 градусов мороза. Затем со вторника на среду от 4 до 9 градусов мороза. Метеорологи замечают, из осадков впереди только дожди. А еще туман и заморозки. Все в духе осени. Снег же, по их прогнозам, окончательно ляжет только к началу декабря. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Набережные Челны, Казань. В Челнах начнется тотальная вакцинация против кори в республике. На прививки дополнительно выделят 15 миллионов рублей. Сегодня еще одного челнинца госпитализировали с подозрением на корь. Напомним, ее выявили у 4 в качестве экстренной меры. Перепрофилирована городская инфекционная больница. Теперь там принимают только пациентов с подозрением на корь. По федеральным санитарным правилам в таких случаях прививать должны всех детей от 1 года до 6 лет, которые не были привиты против кори ни разу, и тех, которые были привиты однократно. Напомним, прививка против кори делается 2 раза в 1 год и в 6 лет.
особенно я прошу донести, чтобы все-таки с маленькими детьми перестали гулять в торговых центрах, отдыхать родители. Это не то место, где нужно отдыхать с маленькими детьми. Свежий воздух должен быть все-таки у маленького ребенка. Люди очень активно ходили в гости друг к другу. Здесь это тоже придется воздержаться или подумать 100 раз перед тем, как пойти к кому-либо в гости. Без противогаза не войти. Жители Зеленодольска жалуются на смрад у комбината по переработке мяса. Как оказалось, производство простаивает еще с лета. Сейчас идет процесс банкротства. Здесь отключено электричество и в холодильниках протухла курятина, говорят в контролирующих органах. Почему мясо до сих пор не утилизировано и почему на комбинат повторно собирается прокуратура, расскажет Альбина Салгараева. Подташнивало даже такой степени не... Запах был ужасный, рассказывают те, кто проходит мимо комбината ежедневно. Вонь прекратилась только с наступлением холодов. Сегодня мы тоже ее не почувствовали. Комбинат Далькам расположен в промышленной зоне Зеленодольска. Сегодня здесь все двери заперты, здесь нет даже охраны, тем более сотрудников, нет воды, нет электричества. Комбинат не работает уже с июня месяца. И с этого времени здесь лежит нереализованная продукция. 80 тонн курятины испорчена. В связи с этим проверка наведывалась на комбинат еще в сентябре. Сегодня в управлении ветеринарии от комментариев отказались, в отличие от прокуратуры. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения правил хранения продуктов животноводства. По результатам проверки в адрес директора общества было внесено представление об устранении нарушений. Это кадры того, как предприятие процветало. Более 170 сотрудников, 14 лет на рынке, уставной капитал более 148 миллионов рублей. Сейчас же Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат на стадии банкротства. У предприятия долги, идут судебные процессы. Сейчас комбинат обязан утилизировать испорченные тонны мяса. Работа в этом направлении началась, подтвердил нам представитель предприятия. Утилизируется. Естественно, это в рамках закона, под контролем ветслужб. Это не быстро, потому что это надо утилизировать, это надо сжечь. Согласованность действий управления ветеринарии нам не подтвердили, но и не опровергли. В прокуратуре Зеленодольска же сообщили, сегодня вновь на комбинат поступила очередная жалоба от населения. Якобы жгут они мясные отходы прямо на территории предприятия. По факту законности утилизации вновь предстоит прокурорская проверка. Альбина Салгараева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Зеленодольск. Экологии навредили, но скрыть следы не смогли. Сегодня стало известно, на магистральной улице в Казани появилось токсичное озеро. Площадь в 1,5 гектара. На месте побывали и экологи, исследователи, правоохранители. Сегодня возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасными веществами и отходами». Ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 80 миллионов рублей. По требованию Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры был выезд Министерством экологии на улицу Магистральной. Лаборатории отобраны пробы, вся информация передана в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Согласно результатам проведенного исследования, почва имеет острую токсичность и, кроме того, полностью ликвидирован плодородный слой. Также предельно допустимые концентрации по нефтепродуктам превышены в 6 раз, по хлоридам в 90 раз. Состояние улучшилось. Все показатели на новом оборудовании. В республике вышла на финишную прямую программа модернизации лечебных учреждений. А это 189 поликлиник и больниц. Каждый второй уже заработал. Остальные станут новогодним подарком. Салават Мухаммадуллин увидел, как этот период переживают врачи, пациенты и строители. Давай сейчас тут промажем. На 1 квадратном метре по 2 строителя. Работы на финише. Это 6-я казанская женская консультация. Капремонта здесь никогда не было, а это 45 лет. До Нового года нам обещают закончить эти ремонтные работы. Мы очень на это надеемся, потому что 30 тысяч с лишним населения. Они постоянно здесь у нас. В рамках этого ремонта также поступит оборудование, мебель. Отдельный вход для тех, у кого температура. Для них же кабинет-фильтр. Так детская поликлиника поделена на 2 части. Здоровые дети отделены от тех, кто приболел, перегородкой. Полгода назад об этом здесь и не мечтали. А потому посещения были разделены по дням недели. Плюс за прививками приходилось ездить в другой филиал. Теперь все в одном месте. Очень удобно, что сделали рядом прививочный кабинет. Это облегчит нам
как бы с ребенком не ездить на Авангардную. Расширилась, и так более удобно стало, комфортно, да, приятно приходить действительно по сравнению с тем, что раньше было. И таких отремонтированных только в Казани за эти 2 года 68 объектов. И все благодаря республиканской программе. Это, конечно, решение долгожданной головной боли. Очень важно сейчас вопрос инфраструктуры решен. Сейчас вопрос на повестке дня стоит качество оказываемых услуг и стоимость оказываемых услуг. А это уже Набережно-Челнинский противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя детскую и взрослую поликлиники и стационары. На время ремонта прием пациентов здесь не прекращается. Строители и врачи работают параллельно. Есть понимание со стороны жителей нашего города. Большое им за это спасибо. Те условия, которые будут уже после проведенного капитального ремонта, они понимают, они будут замечательные, хорошие и удобные для всех. Таким образом, в республике планируют отремонтировать и оснастить современным оборудованием 189 поликлиник и больниц. 105 из них уже обновились. Все работы по модернизации должны завершиться до Нового года. Салават Мухаммадуллин, Ишат Аюпов, Даниил Филатов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Ему тоже нужна помощь, ваша помощь. 4-летний Тимур Ахмадуллин не может ходить. Мальчик прошел уже несколько курсов реабилитации. Есть прогресс. Сейчас семья в ожидании очередного этапа лечения, но денег нет. О надеждах на помощь. Юлия Муратова. Вот такой сильный. Тимуру Ахмадуллину 4 года. Самостоятельно он еще и шагу не сделал. С рождения у него несколько диагнозов: ДЦП, косоглазие, стропорез. Передвигаться помогает специальное оборудование и поддержка мамы. Тимур активный, жизнерадостный мальчик. Несмотря на свой недуг, посещает садик. У него уже есть свои интересы. Как говорит мама, любит рисовать, уже разбирается в марках автомобилей. Сейчас Тимур мечтает только об одном – ходить. В семье Ахмадуллиных верят, этот день настанет. Очень хочет ходить, вот он очень прям просыпается, айда топ-топ, пойдем топ-топ, пойдем топ-топ. Вот мы ходим за ручки по дому туда-сюда. Массаж, специальная гимнастика, работа с врачами. Мальчик уже прошел несколько курсов реабилитации. Лечение идет на пользу, рассказывает мама. Специалисты поддерживают, у мальчика есть все шансы на полноценную жизнь. Тимур очень яркий, очень душевно отзывчивый ребенок с сохраненным интеллектом. И, наверное, он один из немногих, кому можно помочь реально. Семья Ахмадуллиных не сдается. Признаются, любовь к ребенку дает новые силы. Не зря же говорят, что Бог дает таких детям, таких детей сильным людям. Что откуда, но будем черпать силы. Ты все можешь. Чемпион, да? Мы говорим. Да? Кто чемпион? Для успешного лечения нужны большие деньги. Для нового курса им не хватает 174 тысячи рублей. Семье без помощи и поддержки не обойтись. Просим всех неравнодушных людей помочь нам с этими временными трудностями. Помочь может каждый, пусть даже рублем. И все ради того, чтобы Тимур смог ходить сам. Реквизиты на экране. Юлия Муратова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Пестричинский район. А я напомню, что у нашей информационной службы есть WhatsApp 8 987 420 0101. Номер круглосуточный, пишите новости, присылайте фото, прикрепляйте видео. Этот номер сейчас есть и на нашем сайте tnv.ru. Вы его сразу увидите в правом верхнем углу. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Память в благодарность за творчество. Как человек был исключительно искренний, человек добрый, а как актер он, конечно, великий. Для чего сегодня родные и коллеги встретились у дома Шавката Бектимирова, знает Сергей Хайдаров. Вечный комсомол. Раз комсомолец, раз член партии, ты должен показать пример. Как в республике отметили столетие ВЛКСМ, расскажет Дмитрий Аренин. Премьер-министр Алексей Песошин сегодня обсудил с кураторами нацпроектов вопросы их реализации. Совещание прошло в Доме правительства. Сейчас в регионе развивается 13 программ. Таких программ – это демография, здравоохранение, образование, малое и среднее предпринимательство, дороги, экология и городская среда. Реализацию нацпроектов курируют профильные министры. Программа развития рассчитана до 2024 года. Как кластер помогает реализовать национальные проекты в разных сферах жизни и экономики? Этот вопрос будут обсуждать на международной конференции. Откроется она в среду в Казани. Одна из приоритетных тем касается развития малого и среднего бизнеса. В республике с этой целью функционируют технопарки и промышленные площадки. Как они помогают в развитии кластеров, расскажет Зарина Ахметова.
Это один из крупнейших кластеров страны – Инокам, что находится в Челнах. Он объединяет предприятия нефтехимии, нефтепереработки и автомобилестроения. Это не только гиганты промышленности, такие как КАМАЗ, Татнефть и Нижнекамскнефтехим, но и представители малого и среднего бизнеса. Основа для их развития – технопарки и промышленные площадки. Технопарки, индустриальные парки являются одними из основных участников любого инновационного или промышленного кластера, поскольку это площадки, где развивается малый и средний бизнес, а это основа любого инновационного кластера. В составе кластера Инокам индустриальные парки Кипмастер, Химград, IT-парк. В республике более 70 технопарков и промплощадок. Здесь малому и среднему бизнесу доступные условия. О других проблемах этого сектора будут говорить и на конференции. Главное, как чиновнику быть ближе к бизнесмену. Что общего между образованием и наукой, а также роль индустриальных парков в реализации национальных проектов. Представители технопарков будут сами участвовать в роли спикеров на международной конференции, в частности по IT, части по цифровизации, будет в том числе участвовать и руководитель IT-парка. Конференция откроется в Казани 31 октября. И по словам организаторов, для многих участников станет главным обсуждение новых законодательных инициатив в поддержку индустриальных парков. Зарина Ахметова, Вадим Ларионов, ТНВ «Казань». Больше сотни ролей, преданные поклонники и память на века. Сегодня в Казани открыли мемориальную доску Шаукату Биктимирову. Она появилась на доме, где жил татарский актер. Накануне ему исполнилось бы 90 лет. Почему старика из Альдермыша любил не только татарский зритель, но и русскоязычный, расскажет Сергей Хайдаров. На улице к Шавкату Биктимирову часто обращались не по имени, а просто Альмандар. Настолько популярной оказалась роль старика из деревни Альдермыш. Его шутки уходили в народ, а этого мудрого дедушку любили все без исключения. Татары, русские, взрослые и молодежь. За долгую театральную жизнь он сыграл почти 100 разных ролей. От персонажей из пьес Островского до вождя пролетариата. А как актер он, конечно, великий был. У него диапазон был очень большой диапазон. И комические роли, драматические, и трагические. Удивительно образованный человек. Удивительный актер. Такого актера у нас сейчас нет, к сожалению. Вряд ли будет. На репетиции спектаклей и встречи со зрителями Шавкат Биктимиров каждый день ходил пешком. Ведь 24 года своей жизни он прожил буквально в паре шагов от места работы театра Галиаскара Камала. А сегодня к его дому пришли не только поклонники творчества, но и коллеги. Так легендарный Шаукат Биктимиров оказался рядом с не менее звездными соседями по дому. С Хайдаром Бигичевым, Рустамом Яхиным и Празатом Исанбетом. Увидеть мемориал сегодня пришли несколько десятков человек. Среди них и дети актера. Кто рассказывает про него веселые истории, у кого слезы на глазах. В жизни был очень веселым, очень добрым, очень отзывчивым таким человеком. Ну, простой был человек, не любил просить, он самодостаточный был. Необыкновенной доброты, необыкновенного обаяния, необыкновенного таланта человека. Сразу после открытия мемориала гости отправились на малую родину Шауката Биктимирова. Там, в деревне Мингер Сабинского района, актеры Камаловского театра дадут спектакль. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В ДТП оборвалась жизнь известного музыканта-баяниста Шафагата Салихова. Возвращаясь из Казани в Челны, на трассе в субботу его автомобиль столкнулся с фурой. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Широкую известность Шафагат Салихов получил в качестве первого баяниста Салавата Фатхуддинова. Именно под аккомпанемент Салихова мэтр татарской эстрады исполнил свои первые песни, что после стали хитами. В последние годы он жил и работал в Челнах. Его талант еще в 2006 году был высоко оценен и руководством республики. Тогда ему вручили звание «Заслуженный работник культуры». Коллеги вспоминают, в кулуарах Шафагат Салихов шутил: «Еще лет 5 поработаю и пойду на пенсию». Простились баянистом на его малой родине в деревне Татушкан Азнакаевского района. Были у меня тоже трудные времена. Он помогал всегда. Вот после Рустама он мне звонил, узнавал, как у меня дела. Поэтому Шафагат останется в моем сердце светлым, хорошим
другом, хорошим человеком. Материальные ценности для него не на первом месте было. Он больше духовный человек, творческий. О чудотворном казанском образе Богородицы и его влиянии на судьбы России 3 ноября в Казани пройдут научно-просветительские чтения. Их приурочили к завершению работ фасадной части собора иконы Божией Матери. Его начали возводить 2 года назад. Сегодня это уже 44-метровый собор. Он как один в один с созданным Иваном Старовым в XVIII веке. А сама икона одна из самых почитаемых среди верующих. Этот интерес к иконе, он с учетом всех последних исторических событий, он привлекает и к той конференции, которая проводится. Тем более конференция объединяет людей самых разных. Это и богословы, это действительно священнослужители, причем не только нашей татарстанской семинарии. Приедут сотни участников со всей России, но и Казани есть что рассказать и показать. Мы, безусловно, можем говорить о межконфессиональном согласии, потому что эта тема тоже будет звучать в обязательном порядке на конференции. Но достаточно сказать, что мы воссоздаем собор. В Казани показали танцы народов мира. Открытый кубок чемпионата России по народному танцу собрал на сцене коллективы из Башкирии, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областей. В соревнованиях приняли участие любительские танцевальные коллективы в 2 возрастных категориях. Лучшие номера представили 7 танцевальных коллективов. Открытый кубок стал вторым шансом для тех, кто пропустил отборочные этапы или не прошел их в регионах. Как повернули голову, как улыбнулись, как притопнули, прихлопнули. Вот. Поэтому каждый важен в ансамбле. Почаще, побольше таких конкурсов, потому что народный танец сохранять его очень сложно. Сегодня в ЛКСМу целый век в республиканским торжествам, которые прошли на прошлой неделе, сегодня присоединились районы. Роль комсомола в жизни страны можно характеризовать 2 словами – масштабно и грандиозно. А праздники тех, кто на надо, ответит, есть Дмитрий Аринин. В революционных событиях столетней давности молодые люди, конечно же, стали одной из главных движущих сил. В разных городах страны стали возникать союзы рабочей молодежи. В итоге все эти организации решено было объединить в одну – Российский коммунистический союз молодежи. 29 октября 1918 года он собрался на свой первый съезд. Эта дата и стала его днем рождения. Привычная же нам аббревиатура ВЛКСМ появилась в 1926 году, когда после образования СССР комсомол стал именоваться Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Именно благодаря комсомольцам наша республика получила свои главные промышленные объекты. Они поднимали нефтянку, возвели Нижнекамск нефтехим, Казань Руксинтез, Заинскую ГРЭС. КамАЗ и Челны вообще стали одной из главных всесоюзных строек. Раз комсомолец, раз член партии, ты должен показать пример. Действительно, многие комсомольцы были примером. Благодаря комсомолу многие стали видными государственными, политическими деятелями. В Челнах юбилей комсомола праздновали с особым размахом весь октябрь. Кульминация – большой концерт. Все пришедшие здесь могли проголосовать и за вариант «Стеллы первопроходцам». Мы очень счастливые люди, что оказались в этом городе самым лучшим на земле. А то, что здесь была великая стройка, результатом того стал великолепный город, который хорошеет день ото дня. В Нурлате на торжествах в честь ВЛКСМ встретились 3 поколения комсомольцев. Это бывшие активисты райкома, участники стройотрядов, делегаты различных съездов. Вспоминали молодые годы, пели комсомольские песни, рассказывали, как школа комсомола помогла на жизненном пути, а для будущих поколений открыли музейную выставку. Комсомолу я благодарна за все, что было во моей жизни хорошего. На 30 лет точно помолодел сегодня. Это настолько душевный подъем, вот сегодняшний праздник. И вот после стольких лет с Мадиной мы встретились. Да, вообще встретиться, вот понимаете, столько не виделись. Настолько ярко, душевно, задорно, по-настоящему, как сам комсомол. Вот праздник на самом деле удался. На пленум с песнями и танцами собрались и комсомольцы-альметьевцы. Память тех дней
не остынет. Прожита жизнь не зря. Я говорю и ныне, комсомол, это гордость моя. Комсомол и комсомольцы вместе со своими великими делами останутся в истории просто как символ вечной молодости, неиссякаемого энтузиазма и романтики. Дмитрий Айрин, Ришат Мухаметов, ТНВ. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов-112». Сейчас о погоде на завтра. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. 3 из 4. Именно таким получился результат дальневосточного путешествия Акбарса. Долго запрягая, казанцы на протяжении всей серии спасали матчи. Не удалось игрокам только проломить китайскую стену. Акбарс пропускает первым и выигрывает. Такой сценарий хоккейных матчей становится предсказуемым. Пропустили шайбу и в матче с «Адмиралом», однако уже в середине поединка отвитали 2 шайбы. 3 безответные результативные атаки позволили установить окончательный счет на табло 5-1. Отличное завершение турне по Дальнему Востоку. Акбарс летит обратно на родину, у хоккеистов есть несколько дней на отдых. А 3 ноября команда играет в Нижнекамске. Дальние поездки утомляют, но татарстанское дерби еще никто не отменял. Я доволен игрой. Ребята играли с хорошей отдачей, с пониманием, что надо выигрывать. И они, в общем-то, сделали все то, что надо было сделать. К новостям баскетбола. В Московской области завершился центральный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Зрители смогли увидеть противостояние «Химок» и «Уникса». Определяющей в игре стала 3-я 10-минутка, после которой хозяева повели с разницей в 16 очков. В заключительном игровом отрезке «Уникс» предпринимал попытки отыграться, но и они не помогли. Победа «Химок» 78-65. Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка. У «Уникса» по 12 очков в актив записали Эрик Макколлум и Джамар Смит. Это поражение стало для казанцев первым в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. А сегодня ночью в Казани с Польшей вернулась победительница первенства Европы Мария Петрова. Татарстанская спортсменка завоевала золото чемпионата по тяжелой атлетике. В весовой категории до 75 килограммов. По сумме 2 упражнений Мария показала результат 231 килограмм и стала первой. Второе место заняла украинка Ирина Деха. Бронзовая награда досталась представительнице Молдавии Елене Челчиц. Всего по итогам первенства Европы в копилке татарстанских спортсменов, выступавших в составе сборной России, 3 медали. Зульфат Гараев завоевал серебряную награду, у Марии Андреевой бронза. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Октябрь заканчивается, в выходные дни прошел первый снег, а новая неделя встречает нас прохладной погодой. Более подробно после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачная погода с прояснениями. Дневные температуры -1. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет солнечно и прохладно, около 0 градусов. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность, местами возможен мокрый снег, 0-1. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси будет солнечно и сухо. Дневные температуры около 1 градуса ниже 0. Для юго-запада 30 октября будет ясным, без осадков, 0 градусов. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также ясно, осадки не ожидаются и около 0. В среду существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор показа ООО «СМУ номер 12». Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81. Хотите встречать рассвет из окон своей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Успейте приобрести квартиру с индивидуальным отоплением в кирпичном доме. Звоните 561 08 81. Артрит, артроз, грыжа, операция.
Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашева, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани ожидается солнечная погода, без осадков. Дневные температуры около 0 градусов. Ветер северо-западный умеренный, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, 773 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 79%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.